Виват Академия, Виват Профессорас. Этот студенческий гимн звучал ровно 100 лет назад, в день открытия первого Владикавказского советского политехнического института. Сегодня, спустя 100 лет, эту песню исполняет студенческий хор уже Горского государственного аграрного университета. Вековой юбилей – это грандиозные события в жизни человека. А что он значит в жизни университета? Традиционно принято считать, что история уважающего себя высшего учебного заведения начинается после первых 100 лет. Однако сельхоз, как любя называют Горский государственный аграрный университет студенты всех поколений, за 100 лет, пройденные в сложнейших экономических и социально-политических условиях, пережил столько всего, что эти 100 лет можно как минимум умножить на 3. 100 лет срок немалый, и за это время в жизни вуза были не только радостные, но и драматические события. Особенно трудно было в те далекие годы. Частая смена власти, голод, разруха, постоянная борьба за существование. В ноябре 2021 года главпрофобром было вынесено решение о закрытии вуза. 31 января 2022 года Совнарком и лично Владимир Ильич Ленин проголосовали за сохранение Горского политехнического института. Об истории старейшего на Северном Кавказе учебного заведения написано много книг, много материала хранится в музее вуза. А мы расскажем о том, как университет отметил свой славный юбилей. Сегодня знаменательный день. Сегодня нашему любимому вузу, ой, я так волнуюсь, ровно 100 лет. Это старейший, один из старейших вузов на Северном Кавказе. Мы горды этим, мы горды тем, что мы работаем здесь, что мы трудимся здесь, что у нас такие замечательные дети, студенты. Мы рады этому. И я желаю всему коллективу, всем сотрудникам, всему студенчеству нашего дорогого вуза огромного счастья, всего самого-самого хорошего. Поздравить родной вуз, преподавателей и студентов приехал выпускник Горского государственного аграрного университета, глава республики Вячеслав Битаров. К знаменательной дате агроуниверситет подготовился основательно. В фойе и во дворе была развернута выставка научных достижений и учебно-методических разработок старейшего учебного заведения республики. Здесь были выставлены научные труды, патенты на изобретения, образцы семян, препаратов, минеральных добавок, техники, разработанные в коллективе с участием ученых и студентов. В последние годы вузом получены 120 патентов Российской Федерации на изобретения в области биотехнологии и микробиологии, агрономии, зоотехники и ветеринарии, механизации сельского хозяйства, машиностроения и других областей. Важно то, что свыше 90% этих патентов – разработки, выполненные совместно со студентами. Энергозатраты низкие, значит, качество исполнения и количество исполнения достаточно высокое. Внимание гостей мероприятия привлекли культиваторы, опрыскиватели, плуги, в том числе управляемые бортовым компьютером. Наша последняя разработка, сам секатор серийный, то есть фактически это уже цифровой секатор получается. Что особенно ценно? Помимо профессиональных навыков, вуз прививает своим студентам желание вести научную работу, учит их ставить эксперименты, стремится к повышению производительности и улучшению условий труда.
Суслан Козырев – молодой ученый, профессор, доктор биологических наук, с интересом рассказал о своих успехах в селекционной работе, связанной с образованием и разведением новых видов птицы для нашей республики. На факультете ветеринарной медицины Горского ГАУ образовано малое инновационное предприятие «Экодом». Акцент сделан на полупромышленные породы птиц и на породистую племенную птицу. Горский ГАУ, он предоставляет нам много возможностей, оборудования, знаний, необходимых для разведения птицы. Например, мы вывели породу такую, как Карпингтон в нашем регионе. Получили зарубежную птицу, инновационные яйца, и на второе-третье поколение получили адаптированную птицу к нашему региону. Всем известно, что биотехнология дала человечеству возможность улучшить качество пищевых продуктов, увеличить продолжительность жизни. Достижения биотехнологии широко распространены в современной медицине. О науке, которая может подарить блестящие перспективы человечеству путем создания, изменения или улучшения клеток живых организмов и систем, говорили преподаватели и студенты факультета биотехнологии и стандартизации ГГАУ. Семена амаранта, как мы знаем, обладают противораковыми свойствами. Этот хлеб у нас витаминизированный, то есть там не вода, а сок моркови, сок томатный и сок шпината. Нам, как студентам, очень интересно учиться на этом факультете. Сегодня на выставке мы узнали очень много нового. Например, ручное изделие, пироги из батата. Вот лист, из которых мы делали пироги, также корнифлоды, консервированные корнифлоды. Сегодня у моего любимого вуза юбилей. И какой юбилей, вековой. За эту вековую историю выпустила очень многих замечательных людей, среди которых и доктора, и профессора наук, заслуженные работники сельского хозяйства, награжденные государственными наградами. И в этот день я пожелаю всем выпускникам, профессорско-преподавательскому составу и студентам новых свершений в области познания науки, здоровья, счастья, благополучия и всего самого земного, что можно пожелать такой замечательный праздник. Я поздравляю Горский государственный аграрный университет со знаменательной датой, столетием с момента создания этого университета. Перед нами стоят грандиозные задачи по реализации федеральной научно-технологической политики и в сфере образования, поэтому необходима подготовка таких же высококвалифицированных специалистов для развития сельского хозяйства региона. Я желаю крепкого здоровья всему коллективу, всем студентам, аспирантам, всем сотрудникам университета. Под руководством известных и опытных ученых, строго следовавших принципам академической науки, обладавших огромными научными знаниями, организаторским опытом и большой несгибаемой волей, научная деятельность в агроуниверситете всегда была на высоком уровне. Тяжелый урон нанесла вузу Великая Отечественная война. 66 сотрудников и студентов не вернулись с полей сражений. В университете свято чтят их имена. Имена многих преподавателей и ученых послевоенного периода золотыми буквами вписаны в историю нашего университета. Это основатель комбайновой уборки винограда в СССР профессор Стоюшкин, один из создателей легендарного танка Т-34, а затем основатель школы по автоматическому вождению тракторов профессор Калоев, основатель школы по разработке и применению устройств повышенной частоты тока профессор Крамаров, ученые агрономического факультета профессора Богданов, Смольский, Льгов, Тромфименко, ученые зоотехники профессора Мухинов, Саджанов, Жабалеев и многие другие. Это все люди, преданные, служившие науке и обогатившие ее новыми знаниями. А в целом статистика аграрного вуза такова. За 100 лет подготовлено 85 тысяч квалифицированных специалистов, 400 докторов наук, 2000 кандидатов наук. Внушительные цифры. Я, как старейший преподаватель нашего вуза, от имени старшего поколения профессорского преподавательского состава
Поздравляю вас с праздником и желаю успешной научной, педагогической деятельности в подготовке специалистов высшей квалификации для сельского и народного хозяйства. Студенчеству отличной учебы и вам всем благополучия и успехов в вашей деятельности. За 100 лет со дня основания подготовлено вузом десятки тысяч специалистов, которые работали и работают в первую очередь в нашей республике, в республиках Северного Кавказа, а также во всех регионах Российской Федерации и за ее пределами. О качестве наших специалистов можно судить по тем положительным отзывам, которые получает руководство нашего университета. Ярким примером качества наших специалистов является то, что во главе нашей республики стоят выпускники нашего университета, которые успешно и ответственно выполняют свою работу. В вашем университете воспитывается молодежь, способная не только любить землю как особый, уникальный источник нашей жизни, но и помогать самой земле жить и процветать. И эту любовь молодежи, конечно, прививаете вы, уважаемые педагоги Горского аграрного университета. Новых вам побед, выдающихся научных открытий, благодарных выпускников и, конечно, здоровья и неиссякаемой энергии. На первый курс факультета механизации сельского хозяйства Северо-Осетинского сельскохозяйственного института я поступил в 1954 году. Свидетельством того, что наш факультет уже тогда высоко котировался, являлось наличие среди первокурсников выходцев из Краснодарского и Ставропольского краев. Конкурс в тот год на нашем факультете составлял 13 человек на место. Учеба на мехфаке оказалась нелегкой. Никогда не забываю родной вуз. Безмерно благодарен ему за полученные инженерные знания. Для меня большая честь, как и для преподавателя генетики растений, кафедры полевых культур, факультета сельскохозяйственных наук Багдадского университета, сотрудничать в научном направлении с вашими коллегами, с доктором биологических наук Козыревым Сосланом Германовичем. Мы на родном центре семян и раки работаем над созданием новых сортов пшеницы с высоким уровнем клейковины, необходимой для производства пшеницы, толерантной к высоким температурам. В этой связи хотели бы подтвердить свое желание более широко сотрудничать с учеными вашего вуза. В день юбилея гости также могли ознакомиться с Музеем истории Горского государственного аграрного университета. Музей – это визитная карточка аграрного вуза. На протяжении десятилетий это идеологический, образовательный, научный и просветительский центр ГГАУ, хранилище памятников истории, материальной и духовной культуры. Гости с большим интересом знакомились с экспозицией музея, особенно историческим, зоологическим и почвенным разделами. Музей создавался на протяжении всех 100 лет от самого основания института сотрудниками, которые непосредственно имели отношение к изучению почв. Музей этот имеет очень ценное значение, познавательное, научное, по типам почв, природным зонам, начиная с севера и до юга всей страны бывшего Советского Союза, собраны все монолиты для того, чтобы обучать студентов познанием морфологии почв. Монолитов 128. Здесь вот в этом музее мной уже дополнено только моими руками 27 монолитов.
И у нас еще большая коллекция минералов, горных пород. Собирали и научные работники кафедры, и были заказы комплектов этих минералов и горных пород из Москвы присылали. Никого не оставили равнодушными фотографии, книги, выпуски известий ГСХИ, рукописи, личные вещи ученых. В экспозициях исторического раздела представлена непростая история становления вуза, первого высшего учебного заведения на Северном Кавказе. Попытки закрыть институт и борьба за его сохранение показаны в великолепной картине художника Азанбека Джанаева «Горцы у Ленина». На юбилейные торжества собралось очень много гостей. Среди них первые лица республики, делегации республик Северного Кавказа, Ростовской области, ветераны и выпускники вуза разных лет. Налицо главные составляющие успешной деятельности этого высшего учебного заведения. Актуальные направления подготовки, ответственное образование, квалифицированные преподаватели, современные базы практики, позволяющие освоить студентам новейшие технологии. Сегодняшние преподаватели, заслуженные деятели науки, наводящие на всех студентов страх своей строгостью и требовательностью, это вчерашние студенты этого же вуза. Моя фамилия Давтаев, зовут меня Саид Шахидович. Я представитель Чеченской Республики. В свое время 16 лет проработал в этом институте на кафедре политэкономии. Конечно, с тех пор, как я отсюда ушел, вуз ваш изменился к лучшему, и искренне я этому рад. Позвольте от Министерства сельского хозяйства, от нашего огромного коллектива сказать вам огромное спасибо. Сегодня великий праздник, он украшен вашим трудом. И сегодня именно в этом зале хочется обратиться к главе республики. Вячеслав Зелимханович, только при таком отношении, при такой дружбе может быть вот такой аграрный университет. Этот университет под руководством вашего великого ректора имеет право быть высшим и великим. С праздником, с вековым юбилеем. Удачи! Выпускник Горского государственного аграрного университета Шаид Бакаевич Жамалгаев. Да и в конце концов сама судьба мне навязывала вот эту вот идею изучения осетинского языка. И я нашел на остановке, газета была свернута, потрепанная, в общем, страшно было. Поэтому вот захотелось, времени было много, захотелось посмотреть и расценать. И там Фос Бира Ахсарнай. Его привез в общежитие привез, каждое слово переводили буквально месяца 2. Безгранично рад судьбе, что она меня связала с этим народом и с этим вузом. Фарм, Амон, Цензина, Барака, Басара Бамбирова. Специально к юбилею было приурочено открытие биотехнического центра по селекции и семеноводству картофеля. В торжественной обстановке глава республики в присутствии гостей перерезал ленту. Мы благодарны Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. Именно благодаря субсидии, которую мы получили, и удалось приобрести оборудование, провести ремонт помещений. Площадь комплекса составляет 243,5 квадратных метра. И здесь есть все необходимое для того, чтобы на качественном уровне вести работы по диагностике заболеваний растений, размножению инвитро наших собственных гибридов,
ну и тех гибридов, которые нам нужны в первую очередь для селекционных работ. При выращивании урожая 50% его зависит от качества сорта, который вы используете. И, конечно же, семена очень высокого качества. Это лаборатория иммуноферментного анализа. Здесь проводится анализ растений картофеля на заболеваемость вирусами. Это, можно сказать, один из основных этапов диагностики. Весь исходный материал должен быть проверен самым чувствительным методом. В нашем вузе занимаемся мы селекцией уже с 2008 года. Вот здесь схема селекционного процесса картофеля, который существует в Российской Федерации. Вот такой путь у нас прошли два гибрида, которые уже представлены в виде сортов. В этом году передадим третий. Чтобы вывести один сорт, в лучшем случае нужно 12-14 лет. Мы очень большое внимание уделяем качественным показателям, вкусовым показателям, потемнению мякоти, содержанию крахмала, содержанию витамина С. Они являются одними из основных показателей качества клубней. Мы здесь обучаем наших студентов всеми процессами селекционных достижений. Занимаются студенты. У нас очень хорошие высокоурожайные гибриды, но их тоже надо размножать, развивать. Для этого нужны хранилища. Техника для хранилищ, техника для уборки. И когда осуществляются такие серьезные проекты, нужно же, конечно, всегда иметь в достатке оборотные средства. В принципе, даже вот этой лаборатории достаточно для того, чтобы получить через несколько лет семенной материал полностью для нашей республики. Мощность позволяет. Если будет с нами сотрудничество, мы можем обеспечить материалом. В торжественном мероприятии во Дворце культуры Горского государственного аграрного университета приняли участие глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров, председатель парламента Алексей Мачнев, премьер-министр Теймураз Тускаев, главный федеральный инспектор по Северной Осетии аппарата полпреда в Северокавказском федеральном округе Владимир Келексаев, представители общественных организаций, руководителей крупных предприятий, деятелей науки, гости из Кабардино-Балкарии, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Ставропольского края, Башкирии, бывшие выпускники и студенты учебного заведения. Я особо хочу поприветствовать наших гостей, делегации из всех республик Северокавказского федерального округа. Ведь для многих из них этот вуз многие годы готовил кадры, которые в дальнейшем прославили в том числе вуз и, конечно же, республики, в которых они трудились. Так как и сам являюсь выпускником этого вуза, горжусь этим. Еще раз хочу высказать большое спасибо вузу за свои счастливые студенческие годы и полученные знания. И, конечно же, многочисленных выпускников, известных выпускников этого вуза. Мы к концу года закончили и подготовили программы развития республики, и в ней особую роль, конечно же, играет программа развития сельского хозяйства. И без достойных кадров, конечно же, мы осуществить эту программу не сможем. А кадры должны готовить здесь, в этом вузе. Поэтому все сделаем, чтобы вуз, как я уже сказал, дальше развивался. Шурарховым кануне патандар, чидарит таряса института факышта, мазыртак качикуша, чидарит тарбасар хайтта, самай институт кышткондуа, аппатора шейлдар, ама артак качикуша, эусапаттагыл, осарам бомбироваде патандар, мадартырдар, окыттакта, Аюма яқыттакта, ножира шоқтарек савой аюма жарды, арфагонды.
сегодня испытываю двоякие чувства. С одной стороны, чувство радости, с другой – ностальгии по студенческим временам, по студенческим годам. Но самое главное чувство можно назвать одним словом. Это гордость. Гордость за мой вуз, Горский сельскохозяйственный институт, ГСХИ. Такой он в моей памяти. За 100 лет много было событий, научные открытия, достижения, спортивные успехи, плодотворная работа, много славных имен. Но было, на мой взгляд, самое важное и самое главное – это атмосфера дружбы, взаимопонимания и взаимоуважения. Ведь институт всегда отличался своим многонациональным составом. В этот праздничный день хочу сказать и поздравить с юбилеем студентов всех времен. Пожелать им прежде всего здоровья, успехов в их работе, учебе. Я хочу пожелать преподавателям терпения. Пусть те прекрасные начинания, которые закладывали наши старшие, будут иметь прекрасное продолжение и воплощение в виде тех специалистов, которые являются сегодня выпускниками вуза. Вам сегодня 100 лет. Вы первые на Кавказе созданы. От вас пошла хорошая поросль, которая сегодня нашла большие результаты в агропромышленном комплексе нашей великой России за все эти годы. Вам слава, слава, слава! Заслуги профессорско-преподавательского состава учебного заведения получили высокую оценку. Отличившимся сотрудникам вуза были вручены медали и почетные грамоты правительства и парламента Северной Осетии. Награды вручил и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Хочу сказать о том большом влиянии и помощи, которую оказывал институт Южной Осетии. Присылал туда своих специалистов, и вот они приезжали туда, и там на месте организовывали приемные экзамены по всем факультетам для поступающих именно из Южной Осетии в Горский сельскохозяйственный институт. Это уникальный случай. Я хорошо еще помню переполненные КАМАЗы с учебным инвентарем во дворе нашего института, когда они прибыли. Все эти добрые дела Южная Осетия помнит. И вот мне бы хотелось пожелать этому институту, чтобы еще многие-многие столетия последующие поколения отмечали юбилей этого замечательного вуза. Оранжерея и тепличное хозяйство вуза. Здесь проводятся работы по совершенствованию технологии выращивания растений в защищенном грунте, а также занятия со студентами агрономического факультета. Когда я начал работать директором совхоза «Россия», там это хозяйство производило всего 700 тонн овощей. А я оставил, когда этот совхоз продавал государству с 500 гектаров 16,5 тысяч тонн. Сельскохозяйственный институт я очень любил. Я этот институт закончил в 1957 году. И сегодня я вижу колоссальные изменения в лучшую сторону в этом институте. Любое образовательное учреждение, оно дает не только теоретическую часть обучения, но и практическую. При Горском государственном агроуниверситете существует учебно-научно-производственный отдел, который занимается организацией всех практических мероприятий, связанных с образованием студентов и научной деятельностью аспирантов, магистрантов и докторантов Горского агроуниверситета. Наш учебно-научно-производственный отдел возделывает более 1000 гектаров пашни, на которых произрастают озимая пшеница, озимый ячмень, соя, кукуруза, кормовые травы,
овес и другие зерновые культуры. Помимо этого, нами было заложено интенсивные сады, где выращиваем яблони, груши, сливы, персики, и где студенты проходят обучение по обрезке, по всем специальностям, связанными с садоводством. Далее посещение библиотеки. История библиотеки Горского ГАУ начинается с 1918 года, одновременно с открытием Владикавказского политехнического института. Фондом для нее послужили книги из личных библиотек преподавателей, из расформированных учебных заведений, а также книги, выделенные Институту Владикавказской центральной библиотекой. В настоящее время фонд университетской библиотеки составляет около 1 миллиона документов и включает в себя периодические издания, научную, учебную, художественную литературу, старопечатные издания XIX века, а также полнотекстовые электронные ресурсы. В настоящее время современная библиотека Горского ГАУ – это своего рода комплексный медиацентр, в котором можно удовлетворить любой информационный каприз, как научного, так и учебного и просветительного плана. Стараясь обеспечить все направления подготовки, учебной литературой, информацией какой-то, библиотека помимо печатных изданий периодически заключает договоры с различными издательствами на доступ к электронным ресурсам. Мы регистрируем наших читателей, наших пользователей, предоставляем им личный доступ. И с любой точки, где есть интернет, они могут пользоваться нашей библиотекой. Помимо традиционных каталогов, которые были в библиотеке, то есть алфавитный, систематический, предметный, сейчас у нас функционирует электронный каталог, доступ к которому тоже со всех точек, где имеется интернет. Дворец спорта – это особая гордость аграрного университета. Кафедра физической культуры является одной из старейших в Северокавказском федеральном округе. Она была основана в 1949 году. Открыты секции по 16 видам спорта. В залах и плавательном бассейне занимаются более 600 студентов. Параллельно с соревновательным идет и процесс отбора студентов в сборные команды вуза по разным видам спорта для участия в городских, республиканских, зональных и всероссийских соревнованиях среди студентов. Спортивную славу нашему университету принесли многие выдающиеся спортсмены, заслуженные мастера спорта СССР и России, чемпионы и призеры Олимпийских игр мира и Европы. Особой гордостью университета являются легенды мирового спорта Артур Борисович Таймазов, депутат Государственной Думы, трехкратный олимпийский чемпион Руслан Владимирович Албегов, призер Олимпийских игр в Лондоне, двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике, тяжелом весе. Сегодня все мы вспоминаем самыми теплыми и добрыми словами бывшего заведующего кафедрой физвоспитания, выпускника нашего университета, двухкратного олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира, Европы и Советского Союза по вольной борьбе, профессора Суслана Петровича Андеева. Во многом благодаря ему спортивная жизнь университета вышла на новый уровень. От всей души хочу поздравить свой родной альма-матер, свой любимый университет с первым столетием. Я уверен, что первые 100 лет – это только начало большого пути. В нашем любимом вузе созданы замечательные условия как для занятия спорта, так и для занятия наукой. Я с огромной благодарностью, огромную благодарность выражаю руководству вуза, которое с пониманием относилось в моем лице ко всем спортсменам, которым нужно было выезжать на соревнования. Наряду с учебным процессом руководство вуза всегда поддерживало развитие самодеятельного художественного творчества среди студентов.
Дворец культуры университета был открыт 30 лет назад, в 1988 году. Сегодня это центр культурно-воспитательной работы среди студентов университета. Студенческая молодежь Аграрного университета с удовольствием посещает различные кружки художественной самодеятельности. Работой Дворца культуры руководит заслуженный работник культуры Северной Осетии Фатима Фадзаева. С первых дней открытия дворца был основан оркестр народных инструментов. В репертуаре оркестра народные мелодии, песни, произведения остинских композиторов, музыка народов Северного Кавказа. В 1963 году в институте был организован ансамбль народного танца «Горец», который снискал за эти годы любовь зрителей и заслуженную славу в республике и далеко за ее пределами. Репертуар ансамбля сформирован на основе старинного остинского хореографического фольклора. Коллектив под руководством народного артиста нашей республики Юрия Алборова широко пропагандирует национальное искусство народов Кавказа. Студенческие стемы возникают нередко в гуманитарных вузах. Появление молодежной театральной студии в 1997 году в Аграрном университете на агрономическом факультете, состоявшее из студентов, аспирантов и молодых специалистов, стало своего рода сенсацией не только для вуза, но и для всей республики. Сегодня молодежная театр-студия «Амран» во главе с художественным руководителем, ныне деканом агрономического факультета Теймуразом Лазаровым – отдельные государственные учреждения. В адрес юбиляра поступило огромное количество поздравлений, телеграмм, приветственных адресов. Как мы знаем, главное в вузе – это, конечно же, студенты. Но гордостью, как и раньше, являются его преподаватели. Люди увлеченные и талантливые, которые щедро делятся своим уникальным опытом с молодым поколением. Пусть юбилейный год станет для вас годом новых достижений и открытий. Всего самого доброго. Спасибо за все, что вы сделали для страны, то, что вы делаете. Мы уверены, что огромный потенциал нашего университета еще скажет свое слово, еще многое впереди. Я прошел классическую школу советского руководителя, от мастера до директора крупнейшего предприятия оборонно-промышленного комплекса завода имени Василия Алексеевича Дегтярева. Я горжусь тем, что именно путевку в эту производственную жизнь мне дал именно наш вуз. Горский в то время сельхозинститут. Я горжусь этим. Аграрон университету шадажа хаштканы институты баракбон не паты баракбондар. Майнарфаканам сегодня вот от имени нашего движения Высший совет осетин, в которое входит много очень выпускников тех лет, я хочу выразить большую благодарность всем, кто работает в этом институте. В этом вузе была своя атмосфера, абсолютно отличная от всех академических учебных заведений. Те традиции, которые в нем сложились, мне хотелось бы, чтобы они продолжились в наших младших, в следующих поколениях, в тех студентах, которые будут отмечать 150 лет, 200 лет и будут вспоминать истоки этого вуза и тех людей, которые стали у истоков. Не зря все-таки сельхоз называют часто институтом культуры. На сцене выступали исключительно преподаватели и студенты ГГАУ.
в конце праздничного концерта гостей ждал настоящий сюрприз – шимт поколений. Величественный массовый танец собрал представителей разных поколений и молодежь, и тех, кто дожил до глубоких седин. Грандиозное зрелище. наук, профессор, заслуженный изобретатель России Сара Абрамовна Бекузарова и доктор сельскохозяйственных наук, профессор, почетный агрохимик Российской Федерации Курман Сокаев. Всех поколений замечательного, заслуженного ансамбля народного танца «Горец» поздравляем всех выпускников, дорогих гостей и присутствующих на этом замечательном, необыкновенном, торжественном мероприятии в честь столетия нашего дорогого и любимого вуза. Рожден на стыке двух эпох, в начале летописи славной, он под названием политех, скреплен был подписью державной, он первой ласточкою стал, в краю не знавшим прежде вуза, он стал началом всех начал, эпохи новой бросив вызов.
поколению студентов предстоит принять эстафету научных достижений. И от степени их профессиональной подготовки будет зависеть судьба не только сельскохозяйственной науки и производства, но и будущее страны. Можно с уверенностью сказать, что сельхоз за минувший век справился с поставленными перед ним задачами на все 100.